Обрезание ребенка является ли нарушением его прав? Всем привет, с вами адвокат Таир Насханов. Я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня же мы поговорим про обрезание ребенку или по-умному циркумцизию. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Согласно статистике, 39% мужчин в мире прошли через эту процедуру. 62% из них обрезаны по религиозным соображениям. В немусульманских странах обрезание новорожденных мальчиков широко распространено в США. Через эту процедуру проходит 75% мужского населения. Ежегодно клиники проводят более миллиона процедур. В чем причина любви к этой медицинской процедуре на Западе? Дело в том, что обрезание возникло в Великобритании в эпоху королевы Виктории для предотвращения распространения сифилиса и других венерических заболеваний. Также этой процедуре способствовала Первая мировая война. Военным перед отправкой на фронт делали обрезание также для профилактики дурной болезни. Как вы помните, до появления пенициллина в 1928 году сифилис был смертельным заболеванием. Ну а после Второй мировой войны процедура вовсе вошла в медицинскую страховку североамериканских штатов. Как дела обстоят у нас? Врачей и клинику находят в интернете или по рекомендациям знакомых. Некоторые родители по старинке обращаются к муллам. Однако по закону проводить такие операции вне больниц запрещено. В исламе обрезание является частью сунны пророка, а также символом принадлежности к исламу. Но обрезание не является условием для принятия ислама, а для тех, кто принял ислам в старшем возрасте, эта процедура не является обязательной. Теперь относительно того, нарушает ли обрезание мальчика его права. Отвечаю. В законе о правах ребенка указано, что в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста, религиозные обряды совершаются с согласия родителей. Таким образом, закон разрешает делать процедуру обрезания в рамках религии согласия родителей ребенка, и нарушением его прав таким образом не является. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Если есть вопросы по теме ролика или же по защите бизнеса, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить.